Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также прогноз социально-экономического развития. В документ были включены положения, касающиеся нового порядка зачисления доходов от уплаты НДФЛ. Это потребовалось после внесения изменений в налоговый кодекс о повышении на 2 процентных пункта ставки налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год. Данный бюджет призван обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, а также поддержать экономику в период восстановления и содействовать ее устойчивому развитию. Группа компаний «Колмар» трудоустроит около 1500 человек в 2021 году. Необходимость в кадрах связана с запуском шахты Инаглинская и обогатительной фабрики Инаглинская-2 в Якутии, а также вводом в эксплуатацию угольного терминала Ванина Трансуголь в Хабаровском крае. По данным Минвостокразвития, к работе на новых объектах в Нерынгринском районе планируется привлечь 1000 человек, на угольном терминале в бухте Мучки 450 сотрудников. В настоящее время «Колмар» реализует программы трудовой мобильности, проводит наборы работников в различных регионах Российской Федерации, а также ведет сотрудничество с профессиональными учебными заведениями в области подготовки кадров. Компания «Мечел» реализует программу крупных ремонтов на обогатительных фабриках горнодобывающего дивизиона. Общая сумма затрат превышает 1 миллиард рублей. Так, в сентябре текущего года завершились масштабные работы на обогатительной фабрике Якутугля «Нерынгринская». В ходе ремонта специалисты компании заменили часть оборудования и ввели в эксплуатацию новые установки. В частности, проведен монтаж и ремонт конвейерного оборудования и грохотов. Также в эксплуатацию введены 3 новые центрифуги для удаления из концентрата лишней влаги. До конца года планируется приобрести 5 новых магнитных сепараторов. В плане ремонт 2 сушильных установок, по одной работе завершены в сентябре, запуск второй состоится в октябре. Модернизация обогатительных комплексов – важнейшее условие для увеличения производственных мощностей и повышения надежности оборудования, а значит ритмичной работы по выпуску концентрата как угольного, так и железорудного. Существенный объем готовой продукции мы отправляем на экспорт, поэтому уделяем пристальное внимание обеспечению стабильно высоких качественных характеристик. Компания «Полиметалл УК» провела первичную оценку запасов серебряного месторождения «Прогноз», которое расположено на территории Якутии. Как сообщает пресс-служба компании, оценка запасов месторождения велась на зонах «Главное», «Болото» и «Южное». По состоянию на март текущего года на прогнозе были утверждены запасы в объеме 7 миллионов 900 тысяч тонн руды со средним содержанием серебра 560 грамм на тонну. Таким образом, выявленные рудные запасы месторождения составляют 142 миллиона унций серебра. Добавочные минеральные ресурсы объекта составили 5 миллионов 600 тысяч тонн руды и 100 миллионов унций серебра. Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию, вести разработку месторождения предполагается открытым способом в течение 9 лет. Переработку руды возможно вести флотационным методом с получением серебряного концентрата. Среднегодовое производство драгоценного металла составит порядка 13,5 миллионов унций серебра. Всего на реализацию проекта освоения полиметаллов потребуется около 319 миллионов долларов. Из общей суммы 250 миллионов необходимо инвестировать в строительство горнодобывающего предприятия. Власти Якутии планируют до конца года обеспечить автономным теплоснабжением в селах дома, где их расположение не позволяет провести тепло централизованно. На подключение к автономному теплоснабжению в бюджете региона на 2020 год предусмотрено 35 миллионов рублей. Закончен конкурсный отбор, средства на подключение получат 14 муниципальных образований. Финансирование предоставляется благодаря государственной программе Якутии «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг» на 2020-2024 годы. Это были новости экономики на Якутии 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.